Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 2/3 населения Земли регулярно пользуются смартфонами, а в период пандемии работающих удаленно и тех, кто учится дистанционно, прибавилось. Насколько опасна гаджетозависимость? Опасна ли она на самом деле так сильно, как об этом говорят? Спросим у нашего гостя. Это педагог-психолог Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи города Якутска Айталина Тимофеева. Айталина Зуевна, здравствуйте. Здравствуйте. Но все-таки зависимость от гаджетов – это патология, с которой надо справляться, либо все-таки это новая реальность, с которой нам нужно смириться? Ну, на самом деле, зависимость от гаджетов, она может превратиться в очень серьезную проблему. Да? Но важно понимать, что на данный момент это все-таки как зависимость очень популярное социальное заболевание. Но важно понимать, что полный отказ от них, он может создать вакуум, хотя и не на такой долгий период. А когда можно говорить, что человек уже стал зависим от цифровых устройств? Это на самом деле проверить очень легко. Чаще всего проводят детокс-дни, когда мы полностью отказываемся от интернета и от гаджета, принимая только звонки. Да? И тогда, если человек действительно зависим от гаджетов, он может почувствовать не только психологические какие-то неудобства, но еще и физиологические. Да? То есть это может быть похоже даже на какую-то ломку. И что мы можем об этом сказать? Да? Главное — это проверять на практике. То есть мы в теории все можем сказать, что да, мы можем отказаться хоть на неделю, хоть на месяц, но если мы на практике это используем, то чаще всего такой эксперимент не все выдерживают. А проводились ли какие-либо исследования и существуют ли какие-нибудь цифры, сколько все-таки можно проводить времени в интернете, чтобы зависимость не развилась? Да, действительно были исследования, и что мы можем сказать? На самом деле именно детокс-дни, даже не количество того, сколько мы проводим времени в интернете в день, а как часто именно в неделю мы заходим, потому что частота, алгоритм это считывает, и наша нервная система привыкает к этому. Поэтому если мы будем 1-2 раза, допустим, в неделю давать себе передышку, то мы можем легко с этим справиться. И еще я бы хотела добавить, что когда 14-летие исполняется, когда 14 лет исполняется ребенку, то тогда ему уже можно давать телефон на личное пользование. До этого психологическое состояние у ребенка, оно еще не сформировано, нервная система восприимчива очень сильно к раздражителям, и поэтому мы не рекомендуем до 14 лет без ограничений пользоваться смартфонами, гаджетами и интернетом. А можно ли назвать еще какие-то параметры, связана ли степень зависимости от гаджетов, например, от возраста или рода занятий человека? Вот, да, как я и сказала, что до 14 лет восприимчивость очень сильная у детей, а после этого можно уже давать, но все равно с фильтром, да, потому что подростковый возраст, он длится до 18 лет, и поэтому фильтр родительский обязательно должен стоять. Это, во-первых. Во-вторых, особенности работы также могут сказаться на этом. И до этого еще, если какие-то зависимости были, тоже восприимчивость повышается. Допустим, если человек играл в азартные игры, да, то он может, допустим, сейчас тоже стать зависимым от игр. Геймеры и люди, у которых полностью работа сейчас находится в ноутбуке, там, в смартфоне, в гаджете, то тогда он тоже может стать восприимчив. И поэтому, повторюсь, детокс-дни, они важны сейчас. Тем не менее, сейчас дети, студенты, да, многие даже взрослые, вынуждены почти целый день проводить за компьютером или телефоном. Ограничивать, я так понимаю, нужно, но как это сделать правильно? На самом деле важно не то, что мы просто ограничим. Главное — заменить, потому что чаще всего зависимость — это замещение того, чего у нас нет.
это гиперкомпенсация какая-нибудь может быть, да, с детства и так далее. И желательно все-таки проконсультироваться со специалистом для начала, если вы наблюдаете зависимость у себя или у детей. И после этого начинать замещать интернет. Да, замещать можно разными способами. Это творчество, я очень горячо рекомендую. Да, и, конечно же, важно показывать, что жизнь тоже может дарить вот эти эмоции, поднятие вот этих эндорфинов, когда мы просто просматриваем ленту. Безусловно, и социальные сети, интернет – это бесценный источник информации, но все-таки как социальные сети и интернет влияют на восприятие мира и не искажают ли они действительность? Да, на самом деле есть такое, что интернет сейчас искажает наше восприятие, из-за чего у нас происходит когнитивное искажение. Да? Что бы я хотела отметить? Во-первых, это восприятие разных ситуаций, которые происходят в мире. Да? Интернет это подает нам так, будто это происходит вот в соседнем доме, на соседней улице, из-за чего паника, она повышается, и у людей повышается тревожность. Да? Что если, допустим, что-то произошло, допустим, авиакатастрофа, и люди начинают бояться летать на самолетах и так далее. Это все из-за того, что СМИ очень сильно раскручивает в интернете такие новости. Да? И еще, конечно же, реклама. Да? Она сейчас интуитивная, то есть все мы знаем алгоритм социальных сетей, когда он запоминает лайки, наши задержки на публикациях, да, они считывают даже вот секунды, и после этого наша лента, она начинает адаптироваться под нас, и мы становимся невосприимчивы к новой информации, которая нам не подходит, и поэтому очень много споров, очень много конфликтов из-за этого происходит, потому что когнитивное искажение происходит именно на социальном каком-то уровне, глобальном. Как профессионал, какую альтернативу гаджетам и социальным сетям предпочесть? Как я уже говорила, это творчество. Почему? Сейчас объясню. Потому что сейчас, вот из-за ситуации в мире, мы постоянно потребляем. Мы потребляем новости, информацию, еду, какое-то чувство счастья. Мы все это потребляем. И поэтому важно создавать, научиться заново создавать, творить и что-то вытаскивать из себя в мир, потому что эта привычка потреблять, она может остаться в нас. И мы потом с этой зависимостью будет сложнее справиться. Давайте порассуждаем. Если все-таки удаленная работа и дистанционное обучение продлятся и дальше, то гипотетически что нас ждет и как приспособиться к этому, как бы тяжело это ни было? Да, дистанционное обучение, конечно, очень сильно вообще перевернуло наше восприятие о том, как надо экологично пользоваться интернетом. Важно начинать, конечно же, с себя, да, то есть если вы беспокоитесь за детей, которые учатся в школах и сидят все время в телефоне и так далее, то нужно начинать с себя, то есть это также детокс дней, да, обязательно, то есть это экологичное пользование интернетом. Что это значит? Это когда мы вводим какую-то информацию в поисковую систему, нам приходит вот этот продукт, мы должны его потребить и потом вытащить из себя эту переработку. Да? То есть мы должны использовать эту информацию. Если вы не можете этим воспользоваться, не можете никак вытащить это в мир, то получается это уже не экологично. Вы должны перерабатывать эту информацию, тогда она будет полезна для нас и для ваших окружающих. И поэтому это основное правило экологичного использования интернета. Айталина Зуевна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам самого доброго. Всего доброго.
Это была программа «Актуальное интервью». Гаджетозависимости, как ее избежать. Об этом мы говорили сегодня с педагогом-психологом Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи города Якутска Айталиной Тимофеевой. Берегите себя и своих близких, обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире.